Пассажирские перевозки по городским и междугородним маршрутам. Скидка 10% до 30 сентября. Манзара Транссервис. Здравствуйте, на телеканале «Новый век», программа «Вызов 112». В студии Айдар Гумеров. И сегодня мы покажем, как водитель грузовика зацепил провода на Оренбургском тракте. Может, на голову даже упал бы. И какую роль в происшествии сыграл троллейбус. Расскажем, как мужчина погиб, защищая честь сожительницы. Нанес потерпевшему несколько смертельных ранений. За что в Нижнекамске обстреляли автомобиль с 2 людьми. Мы не знали, какое это оружие, огнестрельное, пневматическое. И как вычислили подозреваемых в сбыте фальшивых денег в пригороде Казани. Что случилось? Это не только прямо сейчас. Водитель грузовика сегодня на Оренбургском тракте задел кузовом свисающие над дорогой провода. Тент сорвало, и он рухнул на Ладу Приору, которая ехала навстречу. Динара Камалова узнала все подробности и выяснила, какую роль в происшествии сыграл троллейбус. Может, на голову даже упал бы. Багажник можно использовать теперь как копилку, говорит водитель Приора. На месте, куда упал брезентовый тент грузовой машины, у легковушки осталась сквозная дыра размером в 2 5-рублевые монеты. Мужчина добавляет, не нажми он вовремя педаль газа, а Лада получила бы повреждения куда серьезней. Автомобилист уверен, причиной всему послужил троллейбус. Он изначально виноват, он в середине дороги стоял. Этот его объезжал, он зацепил краем, видишь, у него обвалился, и на меня прям... Водитель легковушки рассказывает, ехал в сторону центра по Оренбургскому тракту. По этой же дороге, но в противоположном направлении двигался и общественный транспорт. Только почему-то водитель троллейбуса не придерживался крайней полосы. Именно этот факт и послужил причиной аварии, убежден молодой человек. Движущийся следом водитель грузовика кузовом задел трос, что свисал над дорогой. Я ничего говорить не буду. Комментировать случившееся водитель троллейбуса, впрочем, как и кондуктор, категорически отказались. Но очевидцы подтвердили слова водителя Лады. Троллейбусник говорит, я в своем ряду был. Я говорю, ты не был в своем ряду. Ты в втором ряду уже на обгон вышел. И у него стропа вылетели. В аварии никто не пострадал, а выяснить степень виновности каждого водителя помогут камеры видеонаблюдения, что установлены на этом участке дороги. Динара Камалова, Алла Рыкова и Азат Самигуллин. Вызов 112. Кузов разорвало и у «Газели», перевозившей продукты питания. Все произошло сегодня рано утром на трассе Нижнекамск-Чистополь. По словам очевидцев, водитель по касательной задел припаркованный у обочины трактор, что и стало причиной случившегося. Погиб, защищая честь своей сожительницы. 45-летний мужчина получил 2 удара ножом в грудь недалеко от садового сообщества «Водозабор» в Кировском районе Казани. По версии следствия, кровавая расправа произошла после того, как мужчина узнал о том, что к его даме сердца с предложениями интимного характера приставал сосед. Как установили следователи, 40-летняя женщина вместе с своим знакомым пошла за водой. Мужчина ушел чуть вперед, и в это время к ней подошел 60-летний сосед по данному участку. При этом стал угрожать изнасилованием. Знакомая женщины сообщил об этом ее 45-летнему сожителю. Ничего, последний пошел разобраться с соседом. В этот момент 60-летний мужчина нанес потерпевшему несколько смертельных ранений. После этого он набросился на его знакомого, ранил его в руку, однако последнему удалось скрутить злоумышленника. К этому времени на место происшествия приехали сотрудники полиции, которыми он был задержан. В настоящее время мужчина госпитализирован, он находится под охраной сотрудников правоохранительных органов. Машину, в которой находились 2 человека, обстреляли сегодня в Нижнекамске. Как установили прибывшие на место полицейские, выстрел был из пневматического ружья, а пуля прошла в считанных сантиметрах от головы водителя. Айрат Назипов восстановил картину произошедшего. В машине в момент обстрела находилась девушка и ее молодой человек. Пуля прошла в нескольких сантиметров от головы водителя, решили они, восстановив траекторию ее полета. Считают, что никто не пострадал только по счастливой случайности. Конечно, испугалась. Мы не знали, какое это оружие, огнестрельное, пневматическое. Приехали сотрудники, пояснили, что вот это пневматическое ружье. Сами пострадавшие считают, что стреляли из окна дома номер 89 по улице Мира. Когда молодые люди отошли от шока, они вышли из машины и увидели тень на балконе, уверены, что кто-то явно за ними следил. В окне стоял человек в темноте, причем он смотрел так из-за шторки. Когда подъехали сотрудники полиции, мы их сразу вызвали, они пошли в эту квартиру. Там дверь так никто и не открыл, хотя полицейский сказал, что в глазке было видно, что как вот тень передвигается человек.
Пострадавшие написали 2 заявления на порчу имущества и покушение на убийство. Полицейские рассказали, такой случай здесь происходит уже не в первый раз. В этом месте обстреляли уже 6 автомобилей. Айрат Назиф, Алсу Арсланов, Максим Липин, вызов 112. 37-летний велосипедист был госпитализирован после столкновения с автомобилем Hyundai Solaris. ДТП произошло на улице Декабристов. По версии водителя иномарки, велосипедист сам врезался в его машину, когда он поворачивал во двор. Причем сознался, что совершал маневр не с крайней автобусной полосы. Что помешало ему увидеть владельца двухколесной техники, расскажет Дмитрий Аринин. Спустя время на место ДТП прибыли близкие пострадавшего. Пришли, чтобы забрать велосипед. Тогда как 37-летний мужчина в это время был уже на пути в больницу в карете скорой помощи. Медики диагностировали у него ушиб мягких тканей поясничного отдела позвоночника и повреждение правой кисти. Он упал на спину, но он перевернулся, видимо, упал на спину. И у него там вроде как болела спина. Скорая приехала, забрала, все. То есть его госпитализировали сразу? Да, госпитализировали сразу. Говорю, в течение 10 минут приехала скорая, его забрала, все. О причинах ДТП рассказал владелец легковушки. По его версии, велосипедист получил травму после того, как врезался в заднюю часть автомобиля. Молодой человек отметил, столкновение произошло, когда он поворачивал во двор, в момент завершения маневра. Но он ехал по автобусной полосе, соответственно, я ехал тоже по автобусной полосе, но я в нее выезжал из центральной. И вот когда совершил маневр, сзади его не было видно. Потому что сзади светили машины, у него не было ничего, он невидимый. Было темно уже. Степень виновности всех участников ДТП автоинспекторы установят, когда смогут поговорить с пострадавшим. Дмитрий Аринин, Айрат Назипов, Азат Самигуллин, вызов 112. Сегодня на улице Ершова в Казани водитель мусоровоза сбросил на дорогу загоревшееся содержимое кузова. Охваченные огнем бытовые отходы перекрыли 2 полосы движения. Инцидент произошел рано утром, в результате чего от остановки Октябрьский городок и до Советской площади образовался затор. Случившееся запечатлели видеорегистраторы, установленные в автомобилях остальных участников движения. После чего запись быстро просочилась в сеть. Многие комментаторы одобрили действия водителя, считая, что мужчина решил выбросить горящий мусор по ходу движения, чтобы огонь не успел распространиться по всему автомобилю. В Нурлате полицейские изъяли около килограмма маковой соломы. Подозреваемым оказался местный житель. При задержании в доме 42-летнего мужчины было найдено примерно 950 граммов маковой соломы и все необходимое для приготовления наркотика. Электрическая плитка, посуда и шприцы. Употреблял сам. Занимался ли продажей, сейчас выясняют следствие. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Боевой артиллерийский 76-миллиметровый снаряд достали экскаватором из земли сегодня в Набережных Челнах. Страшная находка показалась на свет при выкорчевывании кустарников и деревьев на территории одной из промышленных баз Автограда. Он лежал на глубине 40 сантиметров. На место выехали все экстренные службы города. Они эвакуировали 30 человек, работников базы. Сам снаряд погрузили в специальный ящик с песком и доставили на пустырь за пределами города, где и уничтожили. В Татарстане сотрудники Управления экономической безопасности задержали 3 мужчин, подозреваемых в сбытии поддельных денежных купюр. Все началось в июле, когда в торговых точках поселка Песчаные Ковали стали обнаруживать фальшивые тысячные купюры. Вычислить предполагаемых сбытчиков было уже делом техники. Полицейские установили места их жительства. Это разные города Татарстана. Захват был одновременным. Свою вину мужчины признали, хоть и частично. Салават Мухаммадуллин узнал, как вычисляли подозреваемых. Открывай дверь! Сотрудник полиции! Захватывали подозреваемых одновременно в Альметьевске и Казани, там, где они жили. Вся операция заняла считанные секунды. Правда, задержанные сильно удивлялись такому с ними обращению, как будто не понимали, что же стало причиной. Был судим. Что случилось? Подозрение в фальшивомонетчестве пало на 3 мужчин цыганской национальности в июле этого года. Сотрудники Управления экономической безопасности уверены, именно они тогда в селе Песчаные Ковали сбыли 5 фальшивых купюр достоинством в 1000 рублей каждая. Пытаясь извлечь максимальную выгоду, злоумышленники совершали мелкие покупки в местных магазинах. Подозреваемые были зафиксированы камерами видеонаблюдения на тех же торговых точках и в то же время, когда там обнаружили подделки. Свою вину они признали, правда, частично. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание предусмотрено санкциями данной статьи – лишение свободы на срок до 8 лет. Теперь следователям предстоит установить, где они брали поддельные купюры и вычислить лабораторию и оборудование, на котором изготавливали фальшивки. Подозреваемые же на время следствия
следствия заключены под стражу. Салават Ухмадуллин, Динара Камалова, Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Айдар Гумеров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.